Но сегодня точно ледок. Небольшой. Миллиметр или два ли. Но есть немножко. С утра у нас на ведрах по воде ледок легенький, легенький, легенький. В Москве, правда, говорят, что сегодня плюс 20 будет. Я смотрю, ты сориентировался, что у нас холоднее, то бишь кроме рубашки еще и какую-то легкую жилетку одел. Ну ладно, сегодня у нас проверка рыбы. Попало, не попало. Ветер все время дул. Северный, к слову сказать. Посмотрим, северный ветер, что попадает, не попадает. Я даже не знаю, может, я и зря Михаил безрукавку одел. Как-то, глядя на тебя, и показываешь, что я слабее, что ли. Так, ладно. Жарко будет, сниму. Что, я зря рюкзак таскаю, что ли? Ух ты, а болото-то виние? Вау, капитально мини. Подморозило, блин, ночью. О, да, подморозило сегодня явно. Болото виние, супер виние. Недаром вчера гуси летели. Там в тундре, наверное, вообще морозец. Посильнее стукнул и решили полететь на юг. Иней. Ощущение, как будто снежок выпал. Это уже зимние узоры, считай. Явно не летние. О, как снег. Как снег выпал. А это иней свои узоры нарисовал на болотной траве. Я ей говорю, недаром вчера гуси летели. Явно в тундре что-то похолодало резко и ломанулись. Да, инеек. Капитальный инеек. Он на солнце уже Да. стоял. На солнце резко тает. В лесу инея нету. Лес просто так холоду не сдается. Тепло сохраняет. Если честно, иногда так охота, чтобы рыбацкие приметы, чтобы они действенными были. То бишь, в прошлый раз, когда пошли, это самое, я ведро забыл, бабах, 2 ведра рыбы попало. А сегодня мы специально 2 ведра на всякий пожарный взяли. Вот попадет или не попадет, посмотрим. Так, ну раз поручни появились, почему бы не использовать. Ну, лучше, конечно. Так, ну что, поехали. За рыбкой. Так, ну что, начнем отсюда. От травы отъехал пару метров. Ого! Ой-ой! Дай посмотреть. Ну, надеюсь, ты запуталась. Потом тебя возьмем. Не пропадай. Интересно. Ух ты, плотва какая крупняшка. И уже не край травы одна небольшая щучка. А на расстоянии 5 метров. Так, сейчас первую сетку дяде Валерий, чтобы началась работа. Валерий Батькович, специфика осени выскочила. Край травы, одна щучка, а вся остальная рыба на глубине. Из 4 сеток у меня... У нас лето кончилось, это летом они там сидят. Да. Летний период закончился. Одна щучка 2 зубами зацепилась, абсолютно свободная была. Я ее, извиняюсь, в сетку закрутил от себя дополнительно, чтобы она не ушла. Надеюсь, распутается. Ну, не цепляться. Ну, на глубине хорошая плотва попала. Хоба! Ну и листьев дофига. Ну, листья легко, они стряхнутся. Плывем в второй сетке. Сейчас я посмотрю край травы,
попало, не попало. Не попало, значит, перейду к сетке, которая чисто глубину пересекает. И там посмотри. В сентябре в этом месте край травы все усыпано было. Пустая. Ух ты! Вон там что-то булькает. Ну, осталось глубину посмотреть. А мы ради интереса посмотрим. Одну сетку абсолютно по яме кинул. Что-то попало или нет. Она идет чисто по черной воде, где травы в принципе нету. Ну, посмотрим с краю. Ну, дерганий не слышно. А нет, что-то дергается. Что гадать? Сейчас мы ее забираем. Ну, давай, глубина, показывай. О, на корягу похоже. Ага. Я говорю, ни хрена себе. Корягу зацепил. Ух ты! Кто-то грузило перебросил. Ух ты! Я говорю, на глубине. Ни хрена себе! Нормалек. Пару килограммов, наверное, будет. Ну, сетка вся перепуталась. Так, ладно. На глубине рыба. Вообще-то вот эта щука тоже не слабая. Даже очень неплохая по нашим меркам. Ну ладно, работаем дальше. Смотрим, что в траве есть. Так, одна щучка. И вся любовь. Кубышки нам не нужны. И вся любовь. Ух ты! С глубины. Смотрим рыбу. Собственно говоря, на эту сетку в траве одна щука. А вот это побольше и остальная рыба. Попались там, несколько метров от травы на глубину. Ну, с травы ушла, по сути дела. Октябрь. И сегодня первый легкий морозец. Может, в Севастополе, где сегодня сказали будет плюс 27, вся рыба в траве. Но у нас октябрь. Морозец, ледок, 1 миллиметр. Все на глубине, включая хорошую щучку. И хорошая плотва такая, нормальная. Да в 35-ку-то вообще-то сильно слабая не попадается. Ты еще не скоро с сетями ко мне придешь? Я 2 сети поднял, сейчас еду к тебе. Ну давай. Отвезем эти сетки дяде Валерию, пускай чистит, работает. Ну, вот рыбу освобождает. Распределение труда берет, что чистить. Вообще-то я думал, в сентябре на глубине будет попадаться. А в сентябре все в траве. А сейчас рыбы в траве в принципе, можно сказать, в принципе нету. Натурально, штучно. Или нету. Фу. Вся рыба на глубине. Хоба! Потом смеряем уже в избушке. Вес самый интересный. Собственно говоря, там этот грузило и поплавок туда-сюда перебрасывали. Даже не знаю, может их там несколько штук было. Это что попало. Ну, заполняется ведро-то, собственно говоря. А эту кинем, так может уже сразу пол-ведра одна будет. Ее отдельно, наверное, придется ложить. В всяком случае, я смотрю, не совсем пустыми уйдем. Да, не совсем. И ты на примету реагируешь, что мы сразу ведро, сказали, ведро берем. С такими щуками как-то даже и веселее спускаться. Главное, мимо озера не промазать. А то пронырнешь. Блин, почему сапог скользит? Кто там дергается? Не падать. Ну тут с этой горкой приключения. Хопа! Вот на эту сетку, где глубина была, попались эти рыбы. В траве и вообще нехрен делать.
Ну что, Валерий Батьевич, я тоже вклад внесу в тиску сети. Интересно, 2 килограмма будет этой щуки? Запросто. Больно толстая. В избушке проверим. Интересные пейзажи у нас. Пускай даже вверх ногами. Ну, так тоже ничего. Ну что, за последней сеткой? Поехали! Я и говорю, октябрь, блин, на глубине. Отъехал от берега и вперед на глубине. Плотва. Вообще коряшка. О, так это старая морда. Как она здесь оказалась? Да, такие я даже забыл, когда делали. Прутья сгнили. Ну, пока здесь, на берегу, мы тебя оставим. О, дырку сделала в сетке. Эй, акула, осторожней. В лодку. Ой, до кучи корягу, бывшую елку. Да еще и щучкой поймал. Ты нам не нужна, а? Откуда ты такая взялась? Хоп-она. Срубленная. Кто-то искусственно нерестилище, что ли, пробовал, елку срубил и подтыкал. Или что? Или кто-то охотился, а потом выбросил. Бывает и такое? Жди, сейчас мы тебя подымем. Так, ну что, приятель, тебе в воде делать нехрен. Гуляй, императрица. Ну что, дядя Валерий? Вообще-то у меня жуткое подозрение, что ведро минимум будет. Запросто, что с засолкой ведро. Ну что, Валерий Батьевич, подведем итоги. В принципе, за одну ночку на 4 сетки, причем длину не знаю, потому что они все сильно укороченные. Ведро рыбы, и, если не считать еще 2 крупных, плюс довесок. Тут напрягло то, что вот я вчера зашивал эти дырки, а они вон, туча дырок опять появилась. Состарились, я даже не знаю, они когда у нас были куплены, в 90-х годах когда-то? Во второй половине 80-х брали. Рассчитали на 4-5 лет, и сетку выкидываем, новые покупаем. А они у нас 30 лет. 30 лет. С лишним даже. И слабые стали. Вон щука попала, Да. порвала дырку, тут же закинулась, блин, эти мелкие дырки. Выкручиваешь, редиски рвут. Надо будет на новые перейти. Эти состарились, гнили, чуть трассы рвется, сгнили. А говорят, леска не гниет. Гниет. Правда, лет 30 надо, а то и больше. Ну, такую сетку кинем, вот так объявление. Больше полкило рыбы не лезть. Тогда уже громкоговоритель поставить. Не лезьте. В принципе, нормально. Пойдет.